Интернет-жизнь становится все активнее год от года, и мы продолжаем следить за тем, что интересного происходит в сети. Таджикский сегмент YouTube, Инстаграма и других платформ не дремлет. Расскажем об этом прямо сейчас. Всем привет! Мужем Сабринай Назри оказался известный барбер. Грейн снова удивили. Таджикский Хабиб остается непобежденным. Кого он одолел на этот раз? Какие подарки и откуда заказывать, не выходя из дома? Подобрали интересные варианты специально для вас. Большой турнир по киберспорту в Душанбе. Лучшие геймеры получили до 6000 самани. Об этом в нашем сегодняшнем выпуске. Друзья, для начала хочу поздравить всех вас с завершением високосного 2020 года и пожелать всем здоровья, добра и счастья. Ну а кого еще поздравляли на прошедшей неделе, так это Сабрину Назри, ведь знаменитая ведущая вышла замуж. Избранником светской львицы оказался известный барбер, то бишь парикмахер, причем реально профессионал своего дела. Ведь даже в день своей свадьбы Абдулла успел с утречка заскочить на работу и постричь ведущего своей свадьбы. қаҳрамонӣ нишон доди акаҷон дар рӯзи тӯй қиматтарин дақиқаҳоя барои дӯстон сарф кардӣ? Он успел привести в порядок и ведущего, и себя, может быть, даже парочку гостей, я не знаю. И только потом с чувством выполненного долга отправился в ЗАГС задавать главный вопрос. «Милая, тебе прическу сделать? В смысле, дорогая, согласна ли ты стать моей женой?» Разумеется, Сабрина ответила «да». Намасте всем нашим зрителям от проекта Грейн. На минувшей неделе его авторы порадовали нас новым эпизодом. На этот раз героиней стала инструктор по йоге Азиза Эгамова. Выпуск обоснованно назвали «Therapy». Основной посыл – показать, как занятие йогой меняет настрой и мироощущение. Но чем не терапия? Эстетика, как всегда, в каждом кадре и в каждом переходе. За выбор саундтрека особое спасибо. Кстати, Азиза в этом году успела стать героиней еще одного центральноазиатского проекта под названием «Лучшая я». В числе участниц были девушки из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. В общем, год у Азизы выдался насыщенным. Надо, пожалуй, тоже коврик для йоги купить. Главное на нем не спать, а заниматься. Ведь только в таком случае, если заниматься, можно добиться шикарных результатов, как, например, наш спортсмен Нурулло Алиев, или, как его еще иначе называют, таджикский Хабиб. И он пока держит планку. Итак, начинается первый раунд. Нурулло Алиев против Александра Гребнева. В Москве прошел турнир AMC Fight Nights Global Winter Cup. В октагоне против нашего бойца был россиянин Александр Гребнев. Когда спортсмены стали размениваться ударами, каждый замах Нурулло зал встречал такими громкими овациями, что комментатору показалось, что бой проходил не в столице России, а в Душанбе. Буквально каждое удачное действие Нурулло зал встречает аплодисментами. Такое ощущение, что турнир проходит действительно не в Москве, а в Душанбе. 3 раунда продержался Александр. Последний удар и выигрыш остался за нашим борцом. Кстати, 21-летний Нурулло Алиев удерживает серию беспроигрышных матчей. Этот в его карьере стал уже 5-м. Наши ребята в этом году вообще настоящие красавчики. 24 декабря Бахудур Усмонов в рамках турнира Шамо Boxing Promotions в очень трудном поединке одолел противника, россиянина Вильдана Минасова. Чемпион Азии 2019 года в олимпийском боксе из Душанбе, Таджикистан, Бахадур Усмонов. Боксеры провели на ринге 6 раундов, по итогам которых судьи отдали победу нашему спортсмену. Бой стал для Усмонова настоящим испытанием, ведь уже в стартовом раунде он побывал в тяжелейшем нокдауне, но, проявив волю и характер, продолжил бой до победного конца.
Кстати, напомню, что Бахудур является обладателем путевки на летние Олимпийские игры 2021 года в Токио. Но если одни сражаются кулаками, то другие джойстиками, клавишами и мышками. Да, есть те, кто качает не бицепсы, а мышцы указательного и большого пальца. Это киберспортсмены. В Душанбе прошел второй турнир Gamer Cup TJ по дисциплине PUBG Mobile. Каждый геймер смог на профессиональном уровне продемонстрировать свои навыки. Имена победителей оглашены, так что можно поздравить ребят с призовыми местами. Слушайте, кажется, мне начинает нравиться киберспорт. Представляете, просто лежишь на диване, играешь в игры, получаешь за это деньги, а если вдруг кто-то упрекнет тебя в том, что пузо отросло, всегда можно ответить: фигура у меня не просто спортивная, а киберспортивная. Хотя есть люди, которые умудряются всегда держать себя в форме. Посмотрите на Набувара Чанорова. Выглядит шикарно. На прошлой неделе ему исполнилось 25 лет. Правда, помноженных на 2. В душе ведь музыкант молод, поэтому произнести число 50 просто язык не поворачивается. Набувар в составе группы «Шамс» неоднократно представлял Таджикистан на мировой арене. В 2017-м команда выступала на знаменитом стадионе «Лужники» в Москве, а в прошлом году группа выступала перед персидскоязычной публикой Лондона. Кстати, в прошлом же году продакшн-студия «Азия Плюс» сняла клип на его песню «Духтари Тоджик», который стал очень популярным. Женская логика – странный предмет. Скандал уже есть, причин еще нет. Да, часто в наш адрес, в адрес женщин летят подобные обвинения. А еще говорят, что из-за нас вспыхивают все войны. Вот и в сюжетной линии нового клипа Сафар Мухаммада прослеживается аналогичная мысль. Действие разворачивается в далеком прошлом, и, кстати, клип был снят в Гисаре и в Моминабаде, там же, где много лет назад проходили съемки легендарного фильма «Рустам и Сухроб». Да и костюмы для клипа были использованы из той же киноленты и были предоставлены театром имени Лохути. В клипе задействованы известные персоны, в частности, актриса Мохпайкар Йорова, активист Мухаммад Ризоев, певица Мехринигори Рустам, блогеры Рафаэль Гулов и Шойра Пулатова, а также модель Зарнигор. До Нового года остается все меньше и меньше времени, а поднять настроение и преподнести приятный подарок хочется всем близким, любимым и родным. Что же дарить и где искать? Нашли в Инстаграме несколько аккаунтов, которые могут прийти вам на помощь. Присмотритесь. Карамелия TJ предлагает прянички ручной работы, замечательные бычки в ассортименте, а также елочки, снеговики и даже целые расписные открытки. Красивые и вкусные. Чокобум TJ тоже совмещает прекрасное и вкусное. Что там шоколад Аленка, когда есть Фатимка? Оригинально необычный такой именной презент обрадует и ребенка, и взрослого. Не забывайте, что в праздник можно добавить романтики и юмора. Давай станем старыми и противными вместе. Как вам такой вариант? Главное знать, кому преподносить такой сюрприз. Аккаунт «Сувенирные пряники Мари» поражает вкусной красотой. Единственный минус – жалко ведь все это есть, хотя именно для этой цели они и создаются. Ну а если отойти от сладостей, то можно обратить внимание на аккаунт Гулинур – креативные подарки с оттенком этно. Выбор широкий и интересный. Дарите друг другу классные подарки и хорошее настроение. Ну а мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и в 2021 желаем в первую очередь здоровья, естественно, счастья, удачи, любви и взаимопонимания, ну и добрых, приятных новостей. Всем пока!